сейчас показать продукт место изменилось. Так, и видим, какую прибыль получает помесячно данное предприятие. Так, ну и видим, что в мае сумма совершенно небольшая, затем сумма увеличивается. Конечная цифра у нас уже 400 тысяч. 4,95 рублей. Не читай, пожалуйста. Так, план доходов на первый год существования, если мы до этого с вами мы рассматривали конкретно по месяцам, когда мы работаем, здесь уже рассматривается по году, первый год. Мы видим, что январь, февраль, март, апрель это у нас пустые месяцы. Мы продолжаем данную же таблицу. Следующая таблица мы работаем июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь, не октябрь, ноябрь, декабрь предстоит работать, и вот они суммы пошли итоговые суммы. Так, ну здесь пояснение по таблице. Если вам такие можно оставить. Если вам пояснение будет необходимо, так записывается. Так, ну, пояснение по всему бизнесу. Предприятие работает с минимальными, с минимальными положительными финансовыми результатами. Несмотря на его рентабельность, данный проект является эффективным. А когда мы говорим о рентабельности, я не знаю, кто это, экономисты, не экономисты, рентабельность показывает, какую прибыль получаем мы на один вложенный день. То есть берем прибыль, полученную за период, делим на себестоимость. Если прибыль предприятия имеется, какая-то положительная, мы делим на себестоимость проданных продуктов, в данном случае оказанных услуг, и выясняем, рентабельный данный бизнес или нет. Если говорить вообще о нормах, нормативах, считается, бизнес будет рентабельным, если рентабельность будет на уровне 10-15%. То есть с каждого вложенного рубля мы получаем 10-15 копеек прибыли. Если рассматривать Россию, у любого бизнесмена спроси, что ваш бизнес будет рентабельным на 10-15%, он рассмеется в том плане, что мы хотим госуслугу получить как минимум 2, да? Чтобы рентабельность была 100%. В идеале взять 90-е годы Россию, когда товар перепродавался, покупали в одном месте, продавали в другом месте. Покупали здесь за 100 рублей, там покупали за 200 рублей, продавали за 200 рублей, да? Или еще больше, за 250, за 300 рублей. Понятно, что в этом случае рентабельность была 100%, 150, 200%. Меньше почему-то мы не согласны. При этом мы не хотим производить, мы хотим больше перепродавать. Но это был бизнес, ориентированный бизнес в России в 90-е годы. Еще раз говорю, что считается нормальным, если рентабельность будет на уровне 10-15%. В данном же проекте изначально написано, что предприятие имеет нулевую рентабельность. Но в принципе тоже ничего страшного. Почему? Потому что будет обоснование анализа. Несмотря на нулевую рентабельность, данный проект является эффективным, так как есть экономическая эффективность для самой фирмы Качели. Я исхожу из того, что те 13 человек, которые в данном бизнесе задействованы, они бы получали заработную плату. Кроме того, селяне получают доход, мы помним о хозяйствах, которые оказывают услуги по размещению и питанию туристов. Фирма Качели платит налоги, следовательно, бюджет государства какую-то небольшую сумму пополняет. Ну и мы написали в данном слайде, что необходимо учитывать механизм диверсификации, который содействует повышению эффективности аграрного сектора, ну и так далее. Ну, разных пунктов не в рамках проекта АПК. Как посмотрим, будет дальше иметь или нет. Так, ну то, что касается характеристики услуг. Мы видим, что данная фирма предполагает 5 тонн дыховых маршрутов. Планируется группы по 10 человек. Вчера, когда мы с вами рассматривали уже в конце занятия требования, там было указано, каков должен состав группы, то есть какого военного группы. И вчера я приводила пример, что если, допустим, в группе 10-15 человек, наверное, мы исходим из того, какова вместимость бразилии для которого идет. Или там сколько вес, если это сплав, допустим, каких-то самых катамаранов, в которых им придется справляться. Если бы мы тоже был рассчитан какой-то оптимальный состав группы,